Добрый вечер, уважаемые гости. И я вновь рада приветствовать вас в нашей студии. И мы очень рады увидеться в этой замечательной студии. Приемная кампания стартовала в июне. Какие специальности на сегодняшний день наиболее популярны и на что стоит обратить внимание абитуриентам в этом году? Спасибо за вопрос. Он очень важный. И каждый раз, когда наступает период, который мы говорим уже для абитуриентов и для родителей, очень важно доносить абсолютно правильную информацию. Приемная кампания у нас началась 8 числа июня и будет продолжаться до 8 августа текущего года. Традиционно те специальности, которые выбирают абитуриенты, это первое – отделение сестринское на базе 9 классов. На базе 11 классов у нас следующие факультеты – это фармацевтическое, лабораторное, акушерское, фельдшерское-лечебное и сестринское дело в том числе. По сравнению с прошлым годом мы незначительно увеличили цифру контрольных цифр приема, и на сегодняшний день количество бюджетных мест у нас составляет около 630. И это очень важно. Хочу отметить, что уже дважды за короткий период времени Владимир Владимирович акцентировал внимание об увеличении количества цифр контрольного приема в связи с тем, что есть большая потребность в среднемедицинском персонале. И официальные цифры, которые говорят на сегодняшний день, в России нужны более 63 тысяч средних медицинских работников, и в том числе 26 тысяч врачей. Поэтому наше среднее образовательное учреждение достойно выполняет свой образовательный процесс. И хочу сказать, что те ребята, которые закончили предыдущие годы и в этом году, они пополнят медицинский состав не только в гражданских лечебных учреждениях, но, что важно, это медицинские службы 58-й армии, медицинские службы погрануправления, специальных служб МЧС. И в этих структурах большая часть на сегодняшний день – это выпускники Северо-Осетинского медицинского колледжа. Также хочу отметить, что из года в год увеличивается количество ребят по сравнению с девочками. Я вспоминаю период 6-7-летней давности, когда у нас в структуре студентов было всего 18 ребят. 18. На сегодняшний день 259. Это 2,5 батальона. И меня это очень радует. И радует то, что они поступают не только на фельдшерское отделение на базе 11 классов, но в том числе на базе 9 классов ребята, которые успешно заканчивают и служат во всех родах наших вооруженных сил. Людмила, не могу не отметить очень важное направление нашей работы. 52 наших выпускника на сегодняшний день, из них 14 девушек, которые сегодня находятся в зоне выполнения специальной военной операции. Это военные фельдшера, и которые возглавляют в том числе операционные перевязочные блоки. И бывает очень интересно, когда каждый раз, когда они возвращаются домой в краткосрочный отпуск, обязательно на второй, на третий день они приходят в медицинский колледж. Мы их встречаем, и мы обмениваемся нашим мнением. И общее мнение такое, что те знания, которые они получили в стенах нашего медицинского колледжа, конечно же, им пригодились. И благодаря их работоспособности, профессиональной подготовке, и они сами великолепно работают. И я люблю статистику, и каждый раз, когда я говорю, Господи, 52 наших выпускника, это только на сегодняшний день. Если они в день спасают 5-6 раненых и пораженных, это же сколько же получается в течение 10 месяцев и в течение уже 3 лет? Более 78 тысяч. Честь им и хвала. Мы их ждем, это наша гордость. Таймураз Дмитриевич, какие качества вы считаете наиболее важными для будущих медиков и какой совет дали бы тем, кто подает документы в колледж? Прежде всего, приверженность будущей профессии. И вот то, что мы проводим тестирование, экзамен накануне поступления, там есть, это ведь сделано прежде всего для того, чтобы раскрыть структуру личности. Второе, тот вопрос, который вы задаете, приверженность будущей профессии и, конечно же, умение работать в коллективе. Вот эти сочетания 3 качеств, и, конечно же, очень важно, я говорю, чувство милосердия должно быть. И чувство того, чтобы в любое время, неважно, это в гражданской жизни или в полевых условиях, оказать в первые же минуты первую медицинскую помощь, от которого зависит зачастую это жизнь человека. И это очень важно. Еще раз хочу сказать, что все наши выпускники, с которыми мы встречаемся, они
всем этим владеют. Честь им и хвала. Расскажите, пожалуйста, о текущем этапе идеи создания филиала колледжа в Моздокском районе. Когда планируется начать обучение по специальности сестринское дело в новом филиале? Несколько месяцев тому назад было поручение главы республики о рассмотрении вопроса филиала Северо-Остинского медицинского колледжа совместно с Министерством образования и науки. Поэтому мы вопрос этот проработали. 4 месяца тому назад мы несколько раз выезжали в Моздок вместе с заместителем министра Вадимом Таймуразовичем, человеком крайне ответственно и профессионально подготовленных, и планируем на базе Моздокского механико-технологического техникума, который находится в улице Кирова, 63, открыть филиал Северо-Остинского медицинского колледжа. Это очень важно, потому что, как бы ни было, надо отдать должное, что Моздок в числе первых прошел 2 войны. И было абсолютно правильно принято решение, что там филиал необходим. В том числе с точки зрения географического расположения, в Моздоке находится несколько воинских частей, военный госпиталь, военный аэродром. И хочу отметить, что абсолютное большинство абитуриентов, жителей Моздока и Моздокского района, очень подготовленные ребята. И вот те качества, о которых вы говорили, какими качествами нужно обладать, абсолютное большинство, они ими обладают. И хочу еще сказать, когда мы анализируем структуру абитуриентов, где-то процентов 56-58 – это дети военнослужащих, дети участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, и в том числе дети медицинских работников, большая часть у которых мамы – это медицинские сестры. И выстраивается очень красивая, жизненная и профессиональная дорожная карта. Потому что они, абитуриенты, идут уже осознанно. Они воочию каждый день, каждую неделю видят на своих глазах и дома труд медицинских сестер, фельдшеров. Поэтому я думаю, что практически все организационные вопросы мы решили. И с 1 сентября группа в количестве 30-35 человек, бюджетные места для жителей Моздока и Моздокского района, филиал начнет функционировать в этом замечательном здании, механико-технологическом техникуме. Все у нас практически готово. Очень хорошее это направление, открыть филиал. Я абсолютно уверен, что на следующий год у нас будет совместно с Министерством образования и науки открыть в том числе отделение на базе 11 классов для подготовки будущих военных фельдшеров. Это будет очень важно. Во-первых, близко к дому. Все-таки я прекрасно понимаю, что каждую неделю ездить с Моздока во Владикавказ нашим студентам, особенно в зимний период времени, не очень-то комфортно. А что может быть лучше, когда абитуриент, будущий студент, будет находиться дома, рядом и получать среднее медицинское образование в замечательном городе Моздок. Я думаю, это тоже нам удастся. Это планируем на следующий год в том числе. И хочу сказать еще, что большая часть абитуриентов – это анализ не только этого года, хотя анализ мы будем подводить в 3-4 декаде сентября, но анализ структуры абитуриентов из Моздока, из Моздокского района, 78% – это дети участников специальной военной операции, дети ветеранов боевых действий. И те, которые моздокчане, ребята, закончили и получили диплом о среднем образовании, большая часть продолжает служить в вооруженных силах именно на территории Моздокского района. Хотелось бы обсудить институт наставничества. С какими вызовами сегодня сталкиваются программы наставничества и какую роль в их развитии играют преподаватели и практикующие медики? Это очень важный вопрос, и спасибо за этот вопрос, потому что сам институт наставничества, история его не сегодняшняя, но та актуальность проблемы, с которой мы сталкиваемся сегодняшним днем, это вопросы обучения, вопросы дефицита кадров. И что важно в основе лежит, это дальнейшее трудоустройство выпускников. И это касается не только нашего среднего образовательного учреждения, это касается всех учреждений, которые преподносят эти предметы по всей России. Это очень-очень архиважный вопрос. Одно дело выучить специалист, другое. Но политика государства всегда бывает такая: создание рабочих мест, что и делается. Поэтому тот центр
по трудоустройству, который в нашем колледже был создан 6-7 лет назад во главе с Дударовой Людмилой Георгиевной. Дударова Людмила Георгиевна, заместитель директора по практическому обучению. Она классика и энциклопедия в вопросах наставничества. Я хочу подчеркнуть, что наша функция – это учить этой замечательной специальности, создавать условия для наших студентов для качественного образования. Вопросы трудоустройства – это наша совместная работа, где мы всегда готовы протянуть руку помощи, что мы в настоящий день и делаем. Людмила Германовна, хотелось бы более подробно остановиться на этом вопросе. Это вообще очень важный вопрос. Вот сколько лет я работаю заместителем директора, когда вообще о наставничестве никто ничего не говорил, я уже создала вот эту школу начинающего молодого преподавателя. То есть, когда к нам приходят преподаватели, то есть это совсем другая среда. У нас очень много, мы же среднее медицинское образовательное учреждение, у нас, если на базе 9 там есть и преподаватели дисциплин, школьных дисциплин, но у нас очень много преподавателей врачей. Я сама тоже врач, даю им большую информацию, я рассказываю обо всем, не только об учебном процессе, а о психологических аспектах, как в коллективе работать. Я разработала и на флешку даю все в электронном варианте, все, вплоть до как заполнять документацию, образцы документации, ну, в общем, все, что касается учебного процесса, то, что студенты выполняют и должен выполнять преподаватель, мы это все даем как бы на флешке. Как у нас развивалось дальше наставничество и развивается? В 2018 году нас пригласили на форум, который проходил в Ставрополе, окружной форум, и нам предложили сделать доклад. Я делала доклад о наставничестве, что наставничество в медицинском образовании. Далее мы всегда работали в этом плане, но наставничество, оно имеет несколько направлений, несколько видов. Наставничество может быть между двумя студентами, сильным студентом и слабо обучающимся, которым мы наставляем его. Наставничество, когда у молодых преподавателей мы всегда прикрепляем наставников. Вот по школе молодого преподавателя. Эти наставники по клиническим дисциплинам, они пишут на год план работы, который они будут проводить. Где-то 3 года мы их, значит, проводим эту школу с молодыми преподавателями, начинающими. Они сдают планы, сдают отчеты, они посещают занятия, они, значит, информируют методическим материалом, то есть они их сопровождают в течение 3 лет. Это очень важно, и важно было давно, потому что мы медицинское образовательное учреждение, и самое главное, наша задача – это подготовить высококвалифицированных специалистов, потому что, как я говорю нашим студентам, здоровье нации в ваших руках, а здоровое общество – это сильная страна. Потому что это высоко звучит, но это так и есть. Вот, поэтому эта профессия очень важная. И наша задача, конечно, подготовить высококвалифицированного специалиста. Но высококвалифицированного специалиста может подготовить только квалифицированный преподаватель, педагог, врач. Вот. И мы над этим очень много работаем. У нас заключены договоры с медицинскими организациями, 49 учреждений здравоохранения республики закреплены за колледжем. У нас там есть учебные комнаты оснащенные, где процесс, у нас имеются кабинеты доклинической практики в колледже, где студенты отрабатывают на фантомах манипуляции, а потом продолжается обучение уже в стационарах, когда они общаются с пациентами, когда они работают в процедурных кабинетах, на посту и так далее. И там по приказу лечебного учреждения бывает наставник, который их курирует и ведет во время производственной практики, а с нашей стороны только бывает метод-руководитель, который регулирует эту практику. И это называется наставник. Вот наши старшие главные сестры, они наставники. Они руководят производственной практикой. Не только производственной практикой. Наши студенты защищают курсовые работы, пишут. Вот мы сейчас выпуск сделали, который по старому стандарту занимались. Они, как итоговая аттестация, была представлена в виде защиты дипломных работ. И вот они эту дипломную работу пишут в стационаре, работают в архиве, работают над курсовой работой, и во всем им помогают эти наставники, старшие главные сестры. То есть они вовлекаются даже в научный процесс. Вообще в аттестации специалиста со средним медицинским образованием, который уже имеет первую или высшую категорию, в его обязанности входит заниматься тоже научно-исследовательской работой. И вот они это осуществляют вместе с нашими студентами. Помимо этого, у нас в колледже очень широко практикуется
конкурс, которого всероссийский конкурс в учебных заведениях, называется «Профессионал». И вот экспертами в этом конкурсе, наставниками, тоже бывают представители практического здравоохранения, главные, старшие сестры. И у нас вот конкурс ежегодно проходит по таким направлениям: по акушерскому делу, медицинский социальный уход, не только среди студентов, конкурсантов. Мы приглашаем школьников среди них и среди работающих даже медицинских сестер. И еще большое внимание уделяем конкурсу «Обилимпикс». Это работа с детьми, которые с инвалидностью. Они тоже принимают участие, да, вот в этих конкурсах. Наша представительница, девочка, даже в Москву выезжала на всероссийский конкурс и заняла там призовое место, которое еще до сих пор, она из семьи тоже, где я маму знала, она бабушку знала, училась у нас. Я в колледже уже 43 года работаю. И дочка у нас училась тоже, а это теперь внучка вот бабушки. И то есть этому уделяется большое внимание. То есть у нас вот наставничество столько лет, сколько я руковожу, я 40 лет руковожу практическим обучением, оно у нас всегда существовало в колледже. То есть совместная работа. Вот когда мы провели эту конференцию, у нас присутствовали, мы приглашали Министерство образования, Министерство здравоохранения республики, мы пригласили наставников наших. Вот. И там были сделаны очень интересные доклады. Ну, первый доклад был мой «Все о наставничестве». Все формы наставничества, как мы их осуществляем. И потом я пригласила наших преподавателей, заведующие отделения последипломного образования, где продолжается наставничество, когда они заканчивают колледж, и они получают какую-то специализацию. И отделение аккредитации и симуляционного обучения, тоже у него был доклад, когда студенты, которые закончили колледж, они должны пройти аккредитацию, первичную аккредитацию. То есть это дорога в практическую деятельность. Без нее на работу никто не примет, лечебное учреждение. То есть мы вот, чем бы мы ни занимались, они всегда рядом с нами. Вот я еще руковожу центром карьеры. У нас специалисты не только зав. Отделением, замдиректора, и у нас там классные руководители, кураторы групп и обязательно психологи. Они проводят тестирование наших выпускников, они даже выясняют по специальностям, вот Таймур Размович назвал все специальности, по специальности, какие у них приоритеты при трудоустройстве. И они эту информацию мне отчитываются, и я уже детям предлагаю, студентам, что придите, поговорите. У нас есть места, мы устраиваем не только в учреждении здравоохранения, которые по программе госгарантии работают, то есть государственные, но очень много я взаимодействую, у меня договоры с негосударственными лечебными учреждениями, например, с Мегой. Мы ежегодно проводим для выпускников, значит, встречу потенциальными работодателями, которые приходят к нам, представители, начальники отдела кадров. Это хорошая практика. Это, ну, моя практика – это по центру карьеры. Это и с наставничеством все соприкасается. Они к нам приходят, начальники отдела кадров, главные сестры я приглашаю, главврачи приходят, иногда замглавврачей. Мы очень тесно, у меня договор с Бесланским многопрофильным центром. Там главная сестра моя выпускница, девочка. Наши студенты имеют возможность прийти к психологу, поговорить. Особенно мы особое внимание уделяем. У нас много детей учатся, инвалидов и сирот. Стараются, чтобы дети поступили в медицинское образовательное учреждение. Сами понимаете, почему. Инвалид, как бы он был тесно связан с медициной и имел возможность более в процессе своей жизнедеятельности там, быть в социуме, так скажем, правильно. И еще у нас по новому положению о наставничестве психологи должны работать со студентами, готовить их к работе в медицинской организации, как составить резюме, как подготовиться к собеседованию. Вот это очень важные вопросы, которые отражены в наставничестве. Наставничество, вот этот федеральный закон, он предусматривает, что каждый студент, который обучался на бюджете, а у нас где-то 90% на бюджете, целевые, которые, значит, на коммерческой основе, они все должны отрабатывать, то есть как вот раньше было в советское время, но в советское время нас распределяли, даже не спрашивали, куда. А они могут сами выбрать. Это обязанность в законе прописана. И вот сейчас мы как-то думали, неужели никакого приложения будет? Сейчас вышел, значит, другой приказ, 674, положение, не приказ, а положение, где указано, что у врачей то же самое. Врачи отрабатывают 3 года. Наши специалисты со средним медицинским образованием, лечебное дело, сестринское дело,
значит, акушерское дело и фармация. Они отрабатывают 2 года, врачи 3. А вот лабораторная диагностика всего 1,5 года. И вот такое множество внесено в положение, что большая нехватка, кадровый дефицит именно в рабочих поселках, поселках городского типа, в городах, где население не более 50 тысяч населения. И вот там преимущество, что если выпускник согласится работать, и в сельской у нас же есть и районные больницы, да, и поселки у нас есть, и это, вот, то там отработка всего 1 год. Да, вот такие преимущества. Отработка 1 год. И еще там в этом положении сказано, вот выпускники, там, обучающиеся в Донецкой области, Херсонской, вот эти области, у них тоже отработка всего 1 год по окончании. Это уже по России такое положение. Вот. Я вот хотела еще сказать в плане наставничества очень важный момент. Это было мое решение. Я все придумываю, что как пополнить кадровый дефицит. Ко мне же и главврачи обращаются, и главные сестры, и частные клиники. И я, значит, решила, что по направлениям, которые испытывают медорганизация дефицит, я организовала практически кружок. Желающих студентов собрала. И в крупных больницах города, и в Беслановском центре я организовала практический кружок по операционному делу и по анестезиологии и реаниматологии. Потому что там кадровый дефицит сумасшедший. У них даже операции, говорят, у нас откладываются, потому что нет операционных сестер. Потом это уже узкопрофильная специализация по окончании колледжа. И мне очень приятно, что ряд девочек, вот сейчас мне главные сестры доложили, они согласились в Беслановском центре работать после этого практического кружка, когда они приходили, и практически они помогали, работали, изучали эту профессию под руководством наставников, главных старших сестер. Остались в РКБ 2 трудоустроились. То есть из количества моих трудов, там я 45 человек организовала, всего трудоустроилось 7 человек. Ну, это тоже достижение для меня. Результат. Да, результат хороший. То есть вот это я просто подумала, что пусть руководят наставники со стороны практического обучения. В чем заключается, на ваш взгляд, главная ценность наставничества для студентов? Если брать колледж, то это адаптация студента, который поступил в колледж, а в роли наставника выступает классный руководитель, куратор. Да? Вот. Потом помощь студенту, который, может быть, все студенты с разной базовой подготовкой. И у нас иногда наставником выступают студент студенту. Да? Вот. У нас есть дополнительные занятия, мы занимаемся, отработки по практическому обучению. Если студент болел, пропустил, какая-то жизненная ситуация, они пропускают, мы с ними дорабатываем и отрабатываю. В плане вот я такого в колледже наставничества. Наставничество, я уже сказала, молодых преподавателей. А вот то, что касается, я хочу сказать, наставничества практического здравоохранения, то там это очень важный аспект для наших выпускников. Когда выпускник приходит в лечебное учреждение, я всегда главным сестрам, когда была главным специалистом, я говорила, вы должны такой микроклимат создать, чтобы он захотел у вас работать. А если человек работает с удовольствием и любит свою профессию, он будет высококвалифицированным специалистом, даже если он не на одни пятерки. У нас очень много отличников выпускается с красными дипломами. И это ваша задача. Мы стараемся, конечно, выпускать квалифицированных специалистов, но как говорится, в дальнейшем делать уже высококвалифицированного специалиста, который устраивает практическое здравоохранение, это задача практического здравоохранения. И, конечно, наставничество играет колоссальную роль. Выпускник будет уверен, всегда рядом с ним старший товарищ высококвалифицированный, который поможет всегда и во всем. И я считаю, цели, я так думаю, вот этого наставничества, она будет достигнута. А цель какая? Чтобы граждане наши получали высококвалифицированную помощь, да, и ликвидация кадрового дефицита. Вот то, что эти законы приняты, самое главное – это ликвидация кадрового дефицита по всей стране. Я благодарю вас за то, что сегодня нашли время и пришли к нам в студию. До новых встреч. Я очень рад, что вот эти очень важные встречи здесь, в этой замечательной студии, проходят с определенной периодичностью. И это очень важно. Потому что наша и ваша задача совместно доводить для наших абитуриентов, что очень важно для их родителей, правила и условия поступления в Северо-Осетинский медицинский колледж, который готовит очень замечательных специалистов. Спасибо вам за актуальность и своевременность этих вопросов.